Здравствуйте, я Эвелина Зинкевич, это рубрика «Просто вопрос». Сегодня мы продолжаем задавать вопросы к столетию ТНР. Правила просты. За каждый правильный ответ я даю 100 рублей. Игра заканчивается тогда, когда дается неверный ответ. Здравствуйте. Сыграем, может, в игру? Мы задаем вам вопросы, а за каждый правильный ответ вы получаете 100 рублей. Сдаю всего лишь пару минут вашего времени. Здравствуйте. Может, сыграем? Ну, может, всего лишь пару вопросов зададим, может, 100 рублей заработать. Но вы все равно можете попытаться на удачу. Давайте. Ну, я вам подскажу, если что. Давайте. Под каким именем Тува вошла в состав СССР? Прикольно, не знаю. Пажи. Думай. Хорошо. У меня сейчас обезьянка такая синяя в барабане. Блин. Нет, я не вспомню. Я вам подскажу первое слово. Тувинская. Там еще два. Это вот единственное, что я помню. Тувинская что-то там было. Можете попробовать догадаться. Там еще два слова должно быть. Национальное развитие. Ну, это не связано с Шаришь? ТНР, к сожалению. Да нет, мы не знаем. Давайте еще один вопрос. Давайте. Как называлась денежная единица Тувинской Народной Республики? Мы же говорили. Ничего не светит. Спасибо вам, мы правда не знаем. Было весело, конечно. Еще раз убедиться в том, что мы тупые, опять. Вы уверены? Вопросы легкие. Деньги заработаете. В каком году ТНР вступила в СССР? 1944-го, кажется. 44-го. Вот правильный ответ. Молодцы. Вот вам 100 рублей. И мы можем продолжить игру. Вы ответили правильно. Ага. Попробуй. Давайте еще. Вы тоже думаете вместе с нами? Хорошо. Давай, это хороший бизнес. В сентябре 1930 года открыта первая Тувинская республиканская библиотека. Чьим именем она названа? Я не знаю. Очень известное имя. Я честно читала вот о Туве, но я не помню. Так. Давайте вспомните все известные имена. Он был еще писатель? Ну, он был писателем. Я не знаю. Так. Давай, напряги мозг. Не обязательно тувинское имя. Кирилл и Мефодий? Нет? Что за бред такой? К сожалению, это неправильный ответ. Может, вы? Именно тувинское имя было названо? Я не помню, честно. Не, именно вот это была на имя тувинское названо. Нет. Не Так. тувинец, это не тувинец. Так. Блин, А я не помню. я не помню, честно говоря. Это был Пушкин. О, Очень известная фамилия. самое легкое. Александр Сергеевич Пушкин, наша библиотека же есть. Да. Но вы все равно заработали 100 рублей. Это уже хорошо. Спасибо. Постарались. Спасибо вам Спасибо за вам. ваше время. Спасибо. До свидания. Кто был избран генеральным секретарем Тувинской народной революционной партии в 1932 году? Я знаю этот памятник Чоктогу. Правильный ответ. Сразу видно, ходили, смотрели историю. Вот вам 100 рублей. Вы узнали это там, да? Вот. Ну, я проходила, я всегда мимо этого памятника прохожу, это и запомнила. В каком году город Кызыл был объявлен столицей Тувы? Он объявлен был в 1914 году. Нет, 13. Это было близко. 1923. Ладно. Ладно, все равно спасибо. Поможете? По истории, да. К ТНР, к столетию ТНР. 108 канал решил устроить. Может, попытаетесь? Нет, не могу. Почему? Ну, я не знаю. Ну, Я сейчас забывчивая стала. вы сыграете в игру? Нет. За ответить на вопросы и получить за правильный ответ деньги. Ой, мы все ответы уже выучили. Ну вот как раз ваша возможность. Давайте. Может, сыграем в небольшую игру? Нет, времени. У вас. Я тороплюсь. Здравствуйте, давайте сыграем. Ну, всего лишь пару вопросов.
В каком году, так и не спрашивайте, я не знаю. Я какие-то вещи знаю общие, но у меня есть своя точка зрения. Хорошо, так. Первый вопрос. Какими были официальные языки в ТНР? В ТНР официальные языки. Официальные языки. Насколько я понимаю, что официального какого-то языка не было, скорее всего. Там было 2 официальных языка. Может быть, китайский тогда, и тувинский какой-нибудь, или монгольский. Ну, не русский, скорее всего. Близко. Назовите 2 языка, в которых точно уверены. Вы Монгольский, я думаю, и тувинский. Уренхайский, да? Вернее, тувинский, да? Вы правильно ответили. Я вам даю приз за это. Что, серьезно? Серьезно, вы правильно ответили, я даю вам 100 рублей. Смотрите, я заработал 100 рублей. Вау, ну-ка. Можете заработать еще 100 рублей, Так. у вас будет 200. Давайте, я вам... Как? Что еще? Давайте. Давайте. Кем был Аюн Курседи? Аюн Курседи был деятелем. Вот. Общественный деятель, который, ну, не совсем, да, герой тогда, получается. Верно, ну тут надо было точно. Более точно. Ну, тогда обратно забирайте, что Нет, делать? я не могу Нет? вас Ну забрать 100 ладно. рублей. Хорошо. Мы же даем за верный ответ, а за неверный мы не забираем денег. Мгм. Ладно. Ну, это был неправильный ответ. Он был основателем Тувинской народной революционной партии. Партии был? Да. Вы, конечно, ответили правильно, но не совсем. Ну, я по части основания Тувинской революционной партии не очень сильно, честно говоря. Сегодня нам удалось потратить 300 рублей. Мы надеемся, что в следующий раз люди подготовятся, и мы сможем отдать больше денег.